В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Ровно 2 года назад в селе Ряб Галского района в ходе совместных мероприятий МВД, АТЦ и пограничного управления ФСБ России погибли сотрудник антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсисян и начальник кинологической группы погрануправления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов. Сегодня к мемориальным плитам, установленным в Сухуми на аллее пограничников, были возложены цветы. Сотрудники СГБ Абхазии и российского погрануправления почтили память своих погибших коллег. В Сухуми на аллее пограничников состоялись памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям 2015 года. В этот день, 2 года назад, при проведении совместных со спецподразделениями СГБ Республики Абхазия мероприятий по пресечению деятельности вооруженной бандитской группы в Галском районе, получили смертельные ранения сотрудник спецподразделения СГБ Республики Абхазия Эдуард Нерсисян и сотрудник пограничного управления ФСБ России в Абхазии старший прапорщик Андрей Удальцов. В лице Удальцова и Нерсисяна пограничники вспоминали всех своих боевых друзей, коллег, которые отдали свою жизнь, выполняя свой профессиональный долг. Сегодня мы вспоминаем наших боевых друзей, наших коллег, которые не только в 2015 году, но и раньше отдали жизнь свою, исполняя свой профессиональный долг, исполняя его качественно, так как велела присяга, как велело чувство долга и чувство собственного достоинства. И их жизнь не отдана даром. Мы в настоящее время наблюдаем, как нормально и спокойно развивается самостоятельная республика на своей территории. И они отдали свою жизнь не зря. Вечная им память. Начальник кинологической группы пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов родился в Армении, служил в погранвойсках России с 2005 года. В погрануправление ФСБ России в Абхазии прибыл из Приморского края в 2012 году. Неоднократно поощрялся руководством за примерную службу. Был женат, у него 2 детей. Подполковник антитеррористического центра службы государственной безопасности Абхазии Эдуард Нерсисян родился в Казахстане. Его отец уроженец Абхазии. В начале 80-х годов семья вернулась из Казахстана в Абхазию, в село Мерхеул. Эдуард окончил Сухумское медицинское училище. В 1998 году поступил на службу в СОБР при МВД Абхазии. В 2008 году СОБР преобразовали в антитеррористический центр. Все эти годы Эдуард Нерсисян служил в АТЦ. Неоднократно повышал квалификацию в Московской академии ФСБ. В 2010 году был награжден медалью за отвагу. Пользовался огромной любовью и уважением бойцов и руководства АТЦ. Эдуард Нерсисян так и не успел обзавестись семьей. За особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, указом президента Республики Абхазия подполковник Эдуард Нерсисян посмертно награжден орденом Леона за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия, указом президента Республики Абхазия старший прапорщик Андрей Удальцов посмертно награжден орденом мужества. На Алакове, Беслан Шинжерия, Абхазское телевидение. В Минэнерго Грузии не исключают того, что в феврале-марте Ингурская ГЭС из-за снижения уровня воды в водохранилище не сможет вырабатывать столько электроэнергии, чтобы удовлетворять возросшие потребности населения Абхазии. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каладзе информационному агентству «Интерфакс». Проблема энергоснабжения в Абхазии остается одной из самых острых фактически на протяжении всего поствоенного периода. Особенно она обостряется ранней весной, еще до таяния снегов, когда уровень Джварского водохранилища критически низок. Кроме того, как не раз сообщали абхазские энергетики, деривационный тоннель, связывающий плотину и станцию, на время будет закрыт на ремонт. Как будет обеспечиваться электроэнергия Абхазии? Будут ли веерные отключения? С этими вопросами мы обратились в Черноморэнерго. Рената Шакая продолжит тему. Уже сейчас уровень воды водохранилища Ингургэса, являющегося единственным источником энергоснабжения страны, снизился до 438 метров. При этом критический уровень водохранилища 420 метров. По сегодняшним запасам предварительно воды в Джварском водохранилище в случае, если только Республика Абхазия будет потреблять электроэнергию с этого комплекса, ее хватит приблизительно до конца февраля, начала марта. Естественно, это зависит в том числе от климатических условий и от того количества воды, которое будет попадать в естественных условиях в Джварское водохранилище.
Деривационный 16-километровый туннель в феврале будет на ремонте, а значит, работа станции НГУР-ГЭС будет остановлена. По прогнозам специалистов, дней на 20. Около 10 лет там не проводились ремонтные работы. Но без электроэнергии Абхазия остаться не может. Каким образом и на каких условиях республика будет обеспечиваться электроэнергией, об этом станет известно лишь после того, как наши энергетики обсудят все вопросы с грузинскими и российскими специалистами. Кроме дефицита воды в водохранилище, еще и встает вопрос остановки гидроэлектростанций для того, чтобы провести изыскательские работы, провести мониторинг в туннеле, о котором мы говорили, для того, чтобы уже проводить мероприятия по реализации проекта для ремонтных работ. В связи с чем понятно, что Республика Абхазия должна быть запитана электроэнергией. Каким образом и в каком формате, это будет уже известно после того, как мы повстречаемся как с грузинскими, так и с российскими энергетиками. А вот что касается веерного отключения электричества, то руководитель Черноморэнерго Аслан Басария заверил, что жители Абхазии не останутся без света. Мы прекрасно понимаем, что после наших консультаций мы со стороны Республики Абхазия совместно с правительством будем принимать решения по запитке Абхазии электроэнергией. В случае определенных совместных договоренностей мы этот вопрос решим. Либо, если этот вопрос не будет решен, конечно, мы используем свои ресурсы и возможности для того, чтобы решить этот вопрос со стратегическим партнером. Естественно, за любой переток приходится платить, и государство будет изыскивать те возможности для того, чтобы не оставить наших потребителей без электроэнергии. На официальном сайте Черноморэнерго каждый желающий в режиме реального времени может получить любую информацию, вплоть до уровня воды в водохранилище НГУР-ГЭСа. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. Заявление официальных лиц Грузии о строительстве российскими военными военного полигона в селе Цабал не соответствует действительности. Об этом говорится в комментарии МИД Республики Абхазия. На полигоне Цабал уже имеется полигон Минобороны Республики Абхазия, который используют и российские военные. Что касается заявления грузинских властей о разрушении исторического памятника, то в этом случае, по мнению МИД Абхазии, имеет место искажение реального положения дел. Внешнеполитическое ведомство нашей страны призвало грузинскую сторону прекратить политизировать какие-либо факты, связанные с состоянием памятников и иных культурных ценностей, расположенных на территории Республики Абхазия. Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба был представлен сигнальный экземпляр книги «Очарованной Абхазии. Жизнь и странствия Николая Альбова», сообщает официальный сайт главы государства. Книгу презентовали один из ее составителей, последователь Николая Альбова, ученый Зураб Адзенба, и редактор книги, журналист Юлия Соловьева. Авторы проекта поблагодарили президента за оказанную финансовую помощь. Рауль Хаджимба выразил благодарность за издание книги. «Спасибо вам за то, что история жизни человека, столь трепетно относившегося к Абхазии, отражена в этом издании», сказал президент. Глава государства также отметил, что окажет помощь в презентации книги. Сегодня по дороге на озеро Рица за 4 километра до КПП произошел камнепад. Дорога перекрыта. Весь день шли работы по очистке трассы. Их проводили специалисты Рицинского реликтового национального парка совместно с инспекторами и лесничими. Ближе к вечеру дорога была расчищена. Об этом нам сообщила директор парка Рита Лолуа. В Москве открылись курсы абхазского языка. С 9 января в языковой школе «Капитал Школ» стартовали индивидуальные и мини-групповые курсы абхазского языка. Как говорится в сообщении, изучение абхазского языка проходит в интерактивной форме. Благодаря использованию печатных, аудио и видеоматериалов такая программа позволяет в короткие сроки освоить азы и заговорить на абхазском языке. Набор на курсы продолжается. Учащиеся средних образовательных учреждений Республики Абхазия побывали на новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце, где было подготовлено театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Абхазии. На елку в Москву поехали ребята, достигшие успехов в учебе и принимавшие активное участие в школьных мероприятиях, а также дети из малообеспеченных семей. Столицу России посетили 12 детей из Абхазии. Всем юным гостям кремлевской елки были вручены новогодние подарки. Для детей также была организована экскурсия по достопримечательностям российской столицы. И о погоде.
По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается ухудшение погоды, будет облачно, ночью и утром ливневый дождь, местами возможен дождь со снегом. Днем погода прояснится, температура воздуха ночью плюс 3,5, днем плюс 6-8 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.